Наиболее тяжелыми были дни 15-16 июля 1989 года, когда произошли столкновения не только в Сухуми, но и была осуществлена попытка прорыва 30-тысячной толпы грузинских националистов через реку Алдзга на восточной окраине Очимчира. В этой ситуации, как руководитель района и как патриот, Сергей Васильевич четко и однозначно выступил на защиту своего народа. Более того, именно он оказался организатором отпора грузинским шовинистам в Очимчирском районе. Такая ситуация требовала от него не только человеческого, но и гражданского мужества. Заняв четкую и однозначную позицию, Сергей Васильевич рисковал не только своей карьерой и служебным положением, но уже и жизнью. После событий 1989 года Сергей Багапович был снят с должности руководителя Очимчирского района. В 1989-1991 годах он являлся заместителем председателя Государственного агропромышленного комитета Абхазской ССР, а в 1992 году Сергей Багапович стал первым заместителем председателя Совмина Абхазии. И именно на этом посту он встретил Отечественную войну народа Абхазии. В годы войны основным направлением деятельности Сергея Багаповича была поддержка сражающегося Восточного фронта и оккупированного населения района. В должности первого заместителя председателя Совета министров Абхазии Сергей Багапович был направлен в Москву. Теперь в его функции входила помощь беженцам и поддержание контакта с правительством России. В 1995 году Владислав Арзенба назначил Сергея Багаповича на должность первого вице-премьера Республики Абхазия, который продолжил выполнять функции абхазского представителя при российских правительственных органах. Отметим, что в качестве неформального переговорщика с российской стороной Сергею Васильевичу очень пригодился его советский опыт и связи. В частности, его опыт работы в комсомоле. Напомню, что в те годы на многих ответственных постах России находились бывшие партийные комсомольские советские деятели. И именно хорошие, дружеские отношения со многими из них помогли Сергею Васильевичу выходить на очень нужные контакты в политических, дипломатических и даже в военных кругах. Наработанный им в те годы пакет связей в российской элите стал его крупным политическим багажом в дальнейшей деятельности. В 1997-1999 годах Сергей Васильевич занимал пост премьер-министра Республики Абхазия. В этот период он неоднократно руководил абхазской делегацией на переговорах с Грузией, занимался восстановлением разрушенной инфраструктуры в Абхазии. После отставки в 1999-2004 годах возглавлял абхазскую энергетическую компанию «Черноморэнерго». Старинная китайская мудрость гласит: «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен». Жизненный путь Сергея Багаповича пришелся не просто на время перемен, но на время судьбоносных решений для нашего народа. Никто не ожидал, что во второй половине 80-х годов жизнь многих людей изменится коренным образом, и что впереди нас ждут не просто крах привычного уклада жизни и необходимость жить и работать в новых тяжелых условиях, в которых война, послевоенное безвременье, отсутствие четко прописанных политических и экономических правил игры станет обыденностью. Не знал этого и Сергей Васильевич. Однако для него постсоветская школа жизни была во многом труднее, чем для многих из наших соотечественников. Ведь Сергей Багапович, как политик и руководитель, нес ответственность не только за себя и свою семью, а за судьбы нашего народа. Успешному и талантливому советскому партийному руководителю приходилось на ходу осваивать специальности военного администратора, дипломата, кризисного правительственного менеджера. Как человек, много лет проработавший с Сергеем Васильевичем, могу сказать, что он очень остро осознавал меру своей ответственности перед страной и ее народом. О сложности возложенных в те годы на Сергея Багаповича задач говорят следующие факты. Как первый вице-премьер, отвечающий за абхазо-российские отношения, Сергей Васильевич хорошо понимал, что большинство ельцинского руководства было настроено против Абхазии, настроено по самым различным причинам, от идеологических до личностных. Однако, как политик и хозяйственник, он понимал, что абхазо-российским связям нет альтернативы и сумел построить прагматичный диалог с Москвой.